Праздник 250-летия единения Ингушетии с Россией отмечают с большим размахом. Стадион Дьякова в Сунже сегодня просто не узнать. Здесь изменилось практически все. От старого спортивного объекта осталось разве что общее очертание. Основные праздничные мероприятия стартовали в 16:30. Я хочу пожелать нашему народу подъема, я хочу пожелать экономического роста, процветания, мирного неба над головой. Сегодня большое событие Ингушетия, 250-летие вхождения в состав российского государства. Я желаю ингушскому и всему российскому народу мира, счастья, добра, чтобы мы всегда жили в дружбе, мире. Мы сегодня на этот праздник, я лично приехал со своей семьей. Жена, дочь, сыновья здесь. Исторический выбор. Наш народ всегда был привержен российским традициям. Наш народ многонационален, не мононациональный. Мы знаем историческое развитие других субъектов Российской Федерации. И в данной ситуации приятно видеть многие нации, народности, которые посещают нашу республику. День единения – это день страны. Мы за свою страну, за Россию. На суд гостей и жителей республики представили грандиозное представление из 3 частей. Открыли мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи». 7 истребителей МиГ-29 демонстрируют фигуры высшего пилотажа. В строю пирамида! Вот в одиночном полете под руководством опытного пилота самолет выполняет один из самых известных и опасных трюков – колокол. Это фигура, при которой самолет переводится в вертикальное положение, а затем полностью застывает и начинает падать. Фигура колокол! Выступлению стрижей сегодня благоволит даже погода. Несмотря на то, что на календаре середины осени день выдался на удивление теплым и мягким. В небе над Сунжей нет ни одного облака, а значит, шоу можно увидеть во всей красе. Легендарные стрижи еще никогда не выступали в Ингушетии. Пирамида, стрела, копье. 6 МиГ-29 в небе над Сунжей показывают все виды построений. Этот сложный парный элемент называется зеркало. 2 самолета летят на одной скорости, как внезапно один из них переворачивается вниз головой и летит парно с другим самолетом. Элемент одновременно и пугает, и завораживает. Давайте похлопаем летчикам! При командном полете самолеты меняют высоту от 200 до 1800 метров. При этом иногда расстояние между бортами меньше метра. Это истинно высший пилотаж. Под конец выступления стрижи преподносят подарок женской половине в виде тюльпана. А капитан Сергей Осяйкин поздравляет прямо из кабины с праздником. Далее театрализованное представление артистов перенесло жителей на 2,5 века назад. Солнце восходит над землей ингушей, а символ народа орел постепенно исчезает в лучах солнца. На фоне виднеются боевые башни, во главе каждой из которых стоит старейшина, как символ мудрости народа. Эта постановка показывает, какую роль в жизни ингушей играют старцы. Здесь началась наша история. И здесь обретет свой последний приют каждый из нас. На сцене показан обычный день ингушей и ингушек. Мужская половина занята дневными работами. Один точит саблю, другие соревнуются в меткости стрельбы из лука. В это время женская половина занята домашними хлопотами. Вот кто-то из женщин начинает напевать ингушские мотивы, после чего начинается танец. Внезапно дуэтный танец останавливается. Причина – нападения на село. Об этом сообщает прибывший гонец. Далее на сцене показана баталия конных всадников дикой дивизии. Лучшие наездники Ингушетии показывают батальные сцены из времен древнего Магаса. Около 20 человек схлестнулись в битве не на жизнь, а на смерть. Крови удалось избежать благодаря мудрости старших. А эта сцена уже показывает, как проходил сам процесс подписания соглашения единения Ингушетии с Россией. Мы видим прошлое и настоящее.
Но будущее зависит сегодня от нашего выбора, который станет свидетельством силы и доблести. Выбор разума, способного принимать решения за судьбу этой земли и нашего народа. Большой праздник подразумевает присутствие больших гостей. Поздравить жителей республики приехал и помощник полпреда в СКФО Сергей Стариков. Он зачитал поздравления от президента страны Владимира Путина. Жителям Республики Ингушетия, дорогие друзья, поздравляю вас с юбилейной датой, 250-летием единения Ингушетии с Россией. Это событие стало важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их уникальным вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов нашей многонациональной страны. Отрадно, что нынешнее поколение республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в промышленном комплексе и туристических комплексах. И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности, как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом. Желаю вам успехов, новых достижений и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Принимают поздравления жителей Ингушетии и от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, дорогие друзья и братья, у меня выпала почетная миссия от имени сенаторского и депутатского корпуса Российской Федерации в этот знаменательный день огласить приветствие председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко Верхней Палаты Российского парламента. Поздравляю вас и всех жителей Республики Ингушетия со знаменательной датой 250-летием со дня единения Ингушетии с Россией. Республика Ингушетия – самый молодой субъект Российской Федерации, но ее судьба 2,5 столетия неразрывно связана с Россией. С момента добровольного вхождения в состав российского государства ингушский народ прошел вместе со всеми народами нашей многонациональной Родины непростой, но славный путь свершений и преобразований. Жители республики ратными и трудовыми подвигами способствовали процветанию и укреплению Отечества. Сегодня, бережно храня свои вековые традиции и приумножая богатое культурное наследие, они вносят весомый вклад в решение общенациональных задач. Органы государственной власти Республики Ингушетия уделяют самое пристальное внимание наращиванию ее потенциала, реализации социально значимых проектов и привлечению инвестиций в ключевые отрасли промышленного производства. Многое делается для повышения уровня жизни людей, поддержки предпринимательских инициатив. Уверена, что любовь к родной земле и в дальнейшем будет помогать жителям республики добиваться успехов во всех начинаниях. Желаю мира, благополучия и всего самого доброго. Валентина Матвиенко. С праздником, дорогие братья! Жителей республики поздравил и глава региона Махмуд Али Калиматов. Он отметил, какое значение имеет для Ингушетии подписание соглашений о единении. Это событие, которое разделило историю ингушей на до и после. 250 лет назад предки наши в сложных условиях внешних угроз сделали свой выбор и объявили о добровольном единении с Россией. В мировой истории немало фактов, когда небольшие по численности народы
утрачивали свой язык, традиции, исчезли с карты земли. Несмотря на колоссальное культурно-языковое многообразие России, всегда поддерживались принципы сохранения национальной самобытности и свободы вероисповедания для всех народов. Для Ингушетии акт единения с Россией стал спасительным. Он вывел народ на более высокий уровень политической, социально-экономической и культурной жизни. Благодаря этому историческому событию ингуши включились в одну из самых развитых мировых систем просвещения, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Мы получили возможность сохранить и развивать свой язык, лучшие традиции, заботиться о своей земле, уверенно планировать будущее. В республике строятся города и школы, больницы, детские сады и культурные центры. Есть свой университет. Практически все села, включая горные, газифицированы. У нас много планов и задач по качественному повышению уровня жизни нашего народа, наших жителей республики. В единении с Россией мы обрели многовековую общую судьбу. Вместе со всеми испытали тяготы войны, но также и радости побед и успехов. Сообща с другими народами, ингуши сражались в русско-японской, русско-турецкой, в Первой и Второй мировых войнах. За проявленное мужество и героизм удостаивались высоких воинских званий и наград. Наши соотечественники были в числе тех, кто первыми встретил врага на границе Брестской крепости, обороняли Одессу, Киев, стояли насмерть на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Участвовали в обороне Ленинграда, Москвы и Кавказа. В Сталинградской и Курских битвах штурмовали в последующем Берлин. Россия – это огромное сообщество народов. Враги понимают, что нас нельзя покорить, завоевать наши земли, но продолжают предпринимать попытки, придумывая новые методы, используя религию, внедряя национализм. Однако разрушить наше единство врагу не удавалось, не получится и сейчас, никогда впредь. Ингушский народ, как и века назад, верен своим обязательствам. Мы все знаем, президент Владимир Владимирович Путин предложил внести изменения в основной закон Российской Федерации. Результаты всенародного голосования подтвердили правильность такого решения. Эти поправки дают каждому жителю нашей республики и России в целом уверенность в нашем будущем и будущее наших детей. В этот замечательный день хочется еще раз выразить огромную признательность нашим предкам за их проницательность в выборе пути единения с Россией. Мы всегда будем вместе. У нас общее прошлое, в единстве наше будущее. Россия, Ингушетия неразрывны. Ура! Третья часть праздника – большой концерт, на котором выступили звезды ингушской, кавказской и российской эстрад. Поздравить приехали такие артисты, как Тамара Гверцетели, Диана Анкудинова, Петимат Кагирова и Глюкоза. Ну а завершилось празднование большим конфетти. Муслим Ганиев, Новости 24.